Федеральный конкурс «Умник» проводится с 2012 года. Каждый раз количество участников увеличивается. В этом сезоне из 190 проектов 45 оказались в финале. Умников и умниц выбирали в 5 категориях: информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, а также биотехнологии. Региональным экспертным жюри стали научные деятели, бизнесмены и представители органов власти. Республика Коми чем хорошо выделяется, очень сильно лидирует именно по информационным технологиям. Отлично вообще в этом году выступили. Есть такое направление «Медицина будущего», где очень хорошо себя показал, а я хочу сказать, не только показал, а зарекомендовал медицинский институт. Ремарка, которую не все заметили, у нас на прошлом этапе весеннем по биотехнологии не было победителей вообще. А вот в этом году, вот именно осенью, 2 победителя. Программа «Умник» предполагает финансирование научно-технических идей на протяжении 2 лет по 200 тысяч рублей ежегодно. Обладателями гранта в возрасте от 18 до 28 лет стали 15 молодых ученых, 9 из них – представители Сыктывкарского университета. Мы сотрудничали с различными организациями в этой области, с кафедрой, использовали тот опыт, который есть на кафедре. Конечно, это некий совместный труд, информационный, аналитический. Когда тема актуальна и проблема она открыта, это всегда делается легко. То есть ты садишься, и информация сама идет, она сама есть, потому что проблема есть. Здесь самое главное – любить то, чем ты занимаешься. Если вам нравится наука, если вам нравится ей заниматься, у вас есть тема, обязательно дерзайте, участвуйте в подобного рода проектах. Это несложно, это интересно и даже полезно. Следующий, 8-й финальный отбор участников состоится 25-26 марта. Для участия необходимо подать заявку, подготовить презентацию работы и пройти предварительную защиту в ВУЗе. Екатерина Попова, Анастасия Чучина, студенческое телевидение Сыктывкарского университета. Осень в университете – жаркая пора, благодаря спорту. Уже стартовала спартакиада первокурсников, а выпавший снег – не помеха и туристическому клубу СГУ. Скорее, благоприятные условия для фигурного веловождения. Заядлые велосипедисты собрались на стадионе за главным корпусом университета. На себе мы несем велосипед примерно 50 метров. Затем у нас будет круговой спринт, 1 круг, а дальше начинается полоса препятствий, которая стартует прямолинейно, пройти узкую полосу, чтобы не выехать за контуры, иначе будут штрафные баллы. Потом прохождение конусов, ну и, конечно же, змейка и завершение на спринт. В соревнованиях участвовало около 50 человек. Результаты будут известны 4 ноября. Ксения Кудешова, Арина Дуркина, студенческое телевидение СГУ. А где это я? Кажется, поняла. Мы продолжаем рассказывать о днях первокурсника. И, кажется, сейчас мы оказались в волшебном королевстве, тема которого была у Института гуманитарных наук. Мы всего лишь сон, снящийся в пустоте, дремлющий во мраке абсолютного своего совершенства, без стремлений, желаний, порядка и хаоса. Снять толстовку, ты мне топор. В игре все безопасно. Тебе нужно съесть грибное печенье. Я точно попаду к этой группе. Точно. В атмосферу кабаре нам предлагает окунуться Институт культуры и искусства. Организаторы подготовили концерт с элементами спектакля, сочетающий в себе трагичное и комичное.
Юношеская библиотека распахнула свои двери для любителей комиксов, сериалов и известных во всем мире мультфильмов. Циркон – это первый конвент любителей популярной научной фантастики в Республике Коми. Так получилось, что народ у нас стал убывать. Ходили одни и те же, но было всего несколько человек, очень мало. И мы решили как-то, не могли понять, сколько у нас людей в городе этим интересуются комиксами, сериалами, то есть зарубежными, да. И решили организовать такой фестиваль, чтобы вообще понять, нужно это народу или нет. Фестиваль вызвал ажиотаж у последователей комикс-культуры. За вечер его посетили около 500 горожан. Каждый мог перевоплотиться в любимого персонажа и побороться за звание «Герой Циркона». Как долго вы делали костюм? Около 2 месяцев. Куртки шили самостоятельно, все остальное шилось, кроме ремней и сапог. Здесь каждый мог выбрать площадку на свой вкус. Настольные и видеоигры, лектории, комикс-маркет, различные мастер-классы и косплей-дефиле. На время Циркона библиотека перестала быть хранилищем книг, а превратилась в место, где можно отлично провести свое свободное время. Атмосфера располагала к новым знакомствам. Ребята, которые до этого никогда не виделись, с легкостью нашли общие темы для разговора. Алена Туркина, Александр Михалап, студенческое телевидение Сыктывкарского университета. Болею я. Фигня какая-то, а не выпуск. Ребят, простите. Я не хотела.